вечер. У нас сегодня в гостях народный артист Кыргызской республики, кинорежиссер Бакыт Карагулов. Спасибо, что пришли к нам в студию. Недавно вручили очередную 8-ю премию Агылбирс. И один из фильмов «Дара Кыры» получил 7 премий. А если считать и общий лучший фильм, это 8 премий. Ну, как прямо на «Оскаре» получается какая-то. Видишь, там очень действительно серьезная работа. Дара Кыры, конечно, он получил 8 призов за актерский, за монтаж, музыку, за все эти. Режиссура. Ну, да. Потом это первый, как бы, водевиль. Мюзикл они называют. Да, мюзикл. Водевиль, мюзикл со всеми этими. Необходимыми. Ну, первый эксперимент, мне кажется, очень удался. Никомом. Никомом. Первый блин никому. Но одно, что меня поразило, к этому они долго шли. Лет 10. Только писали сценарий, готовились. И потом пришлось выдать эту картину. Ну, благодаря еще российские спонсоры, продюсеры, они не дали остановиться картине, когда финансы кончились, и они как бы помогли двинуться дальше. И они завершили картину. Картина получилась добротная, серьезная. Мюзикл у нас никогда не снимали. Это первый мюзикл это в нашем киргизском кино. Но еще там Агылбирсе что хорошо в этом фестивале? Молодые студенты получают призы. Это как-то в традицию входит уже. Тем более документальная картина. Мастер Шамиль Джапаров, студент его получил Агылбирс за документальную картину. Ну, вы знаете, мне кажется, уже документальная картина возрождается. Возрождается эта документальная картина. Потому что Шамиль Джапаров в свое время снял «Кочевье космонавтов». Да. И Оберхаузен получил «Золотого дракона». Ну, как бы преемственность, да? Что он готовит сейчас своих учеников к документальным фильмам. Это было наше время. Помните, Видугрис снял «Замки на песке», Шамшиев снял «Чабан», это классика. Это лошади. Это лошади Океев снял. Ну, вы знаете, все равно большому кино это была взлетная полоса. И они достигли своего цели. Вот в этом отношении вот Агылбирс тоже как бы готовит молодых на большой путь, который они сейчас выбрали. Это кино. Ваш студент тоже, по-моему, Агылбирс получил, да? «Кольцо». Да, фильм. «Кольцо», 3-й курс студент Бакай Усеналиев получил. Ну, вы знаете, это короткометражный художественный фильм. Но сейчас я смотрю фильмы, вот молодые снимают, я больше не режиссуру вижу, а больше наблюдательность, даже в игровом фильме. Они дают актеру или вот эту вот обстановку, они как бы наблюдают и смотрят. Актер заходит, разговаривает, какие-то драма идет. Ну, меньше режиссуры, а больше наблюдательность. Это уже как в документальном фильме. Да, вот видите. А потом Агылбирс заслугу в мировом кино Давлат Худаназару, Манасбек Мусаеву дали. Это очень хорошая традиция, которая... И как в Голливуде аллея знаменитых людей, да, туда их как раз и отпечатки, подошвы, ну все, там, короче, всю традицию сделали тогда. Ну,
что мне понравился в своем пожелании, тосте Давлат Худаназаров сказал так: киргизский кино – это буфер среднеазиатского кино, говорит. Вы идете в поисках, тащите, говорит, нас. У вас постоянно, у вас нету такого, в один прекрасный день заглохли, потом появились, потом обратно заглохли и обратно появились. У вас идет все стабильно. Это еще раз доказывает, что Ваг Вильберсе Умют, вот получает гран-при, ребята, Марат Сарулы, студент, получил гран-при Умют, тоже студенты. Я к чему говорю? Молодое поколение. Преемственность вот, получается. Да, преемственность. Готовы. Я вспомнил слова президента Кеннеди, когда он сказал, говорит, вы не говорите, что Америка вам сделала. Вы должны говорить, что вы для Америки сделали. Вот сейчас для киргизского кино вот эти молодые сделают, по-моему, они идут не по протоптанному пути, уже ищут свои пути. Но великая традиция остается киргизского кино. В этом отношении я очень рад, сейчас молодые за рубежах получают эти призы. Ну, призы – это одно, но мы самое главное должны смотреть профессионализм. Вот эти киношколы, он дает, вот кинофакультет, киношкола дает очень большое, потому что мы большую силу для молодых. Раньше в ВГИКе готовили студентов. Только в ВГИК. Но теперь сейчас преподают те, которые окончили ВГИК. Киноакадемию, ВГИК. Вот они преподают. И дают свое знание. Вот Шамиль Джапаров, он просто уклон на документальное кино. Будущее – это документальное кино. Он говорит, ну, дай Бог, дай Бог. А где сейчас готовят в Кыргызстане киноспециалистов, операторов, это режиссеров? Университет имени Бюсара Бешаналиевой. Институт искусств бывший, да? Да, это институт искусства. Там есть кинофакультет. В Манасе университете? В Манасе, по-моему, я не знаю, там есть кинофакультет или я не знаю. Но там... Ну, Манас Мусаев там же преподает. Да, там преподает операторскую работу, по-моему. Операторская, ну, да? Ну, там тоже в Манасе да. тоже пытаются... делают они кино. Ну, там тоже окончивший ВГИК Артук Сюиндуков, Манас Тоже, Мусаев. да, В свое время был покойный Кадыр Өміркулу по драматургии. Ну, есть... Талип Ибраимов тоже. Да, Талип Ибраимов, есть чему учить, есть чему учиться. Но самое главное, ребята, они... вот помните, в свое время у нас был старик, старуха, легенда, там... Этнография. Да, какой-то вот больше было наши национальном колорите пытались. А сейчас молодые, вот сейчас Марат Сарулов, вы смотрели картину его? Нет. Мария. Ну, вот сейчас я смотрю эту картину, особой должно быть внимание, да? Потому что там все есть в этой картине. Все. Человеческие драмы. Любовь, разлука, измена. Это как бы шекспировский такой, знаете, вот. Набор. Да, набор шекспировских этих драм, да? Ну, еще к этому не вернулись. Надо вернуться и как бы сделать огромное обсуждение, потому что эта картина, это уже другая картина. Это другое киргизское кино, да? Это уже другой совсем. Не связано с национальными какими-то особенностями. Да, не связано. Да? Вот сегодняшняя наша жизнь, вот когда смотришь картины Бертолуччи, 20 век, смотришь картину «Последний танго в Париже». Ну, это один из первых его, да? Да. И сразу чувствуешь итальянское другое кино. Вы знаете, есть же итальянский неореализм. Послевоенный такой. Да, присутствует во всех картинах итальянских режиссеров. Ну, Бертолуччи пошел другим путем.
И вот он снял картину, ну, я бы сказал, очень серьезная картина. 20 век. Я просто смотрел, я поражался. Лукино Висконти. Это «Гибель богов». Рокко и его братья. Ну, я... Ален тоже- Делон молодой. Да, и я был, преподаю и пытаюсь ребятам показать эти фильмы. Куросавы, Рашомон, «Ворота Рашомона», Канета Синда, «Голый остров», Да. Масаки Кобаяса, «Харакири». И я не знаю, вот надо просто учить, чтобы они больше смотрели, как создавалась картина с хорошим фундаментом. У нас сейчас, пару раз я недавно видел интервью молодого режиссера, говорит, я за 10 дней снял полнометражный фильм. Мне плохо стало. За 10 дней. Потому что- Может быть, все было готово и осталось только... Даже все было готово, ну, просто шлепать, это два разных вещи, да? Ну, есть Михалкова «5 вечеров». Он за сколько это снял? За 45 дней. Но к этому они шли долго. Ну, у Куросавы хорошие есть слова, которые он сказал. Фильм готов, остался только снимать. Вот так и Никита Михалков пришел. И вот, ну, биологически ребенок должен 9 месяцев в утробе матери быть. Нельзя Это родить за кролики, 4 кошки, месяца. может быть. Но они слепым рождаются. Ну, он так хвалился, что он сэкономил 10 деньги. Ага, за 10 Ну, ребята, дней, да? сейчас дело не в деньгах. Дело в том, что о произведении искусства, которое ты создаешь, чтобы зритель должен что-то взять, с чем-то не согласиться. Ты должен быть с ним, выйти на перепалку. Говорит, вот я вот снял, как вы думаете? Он говорит, я с вами не согласен, вы доказываете, что да, вот так должно быть. Иначе не должно быть не так. Ну, у Михалкова там все-таки все в одной квартире происходит, да, 5 Да, вечеров? в одной квартире. И два артиста главные. Два актера. Да. Ну, там такие актеры, такие актрисы, профессионалы. Ну, и Никита Михалков молодой, Энергичный. да, энергичный, который выдал эту драму, пьесу Володина. Ну, видите, я знаю, что вот сейчас молодым очень тяжело, потому что если они где-то достают деньги, им говорят за короткий срок. Люди, которые не совсем понимают кино, Да, у них есть деньги. Нет, говорят, они или- нашли деньги. Мгм. И потом думают. Нашел деньги, можно снимать. Вы знаете, я бы хотел, ну, конечно, не хочу быть этим пророком, но должен быть режиссерский сценарий готов. Там это математика. Это фильм на бумаге должен быть готов, потом ты должен идти снимать. И, это одно. Ну, как вы думаете, гончар без хорошей глины может сделать кувшин? Это невозможно. Сценарий – это то картина, которая написана на бумаге. Мы должны его режиссерским сценарием сделать, потом еще долгое время готовиться к этому, потом надо запускать картину. А Ну вот вот еще и... Марат Да. Сарулу долгое время тоже пытался, долгое время, но он к этому давно шел. Видите, «Песнь южных морей», он тоже долго шел к этому картину. Долго. Потому что мы должны как-то, чтобы это был как столетний, тысячелетний вино. Он должен быть Отстояться. отстоять, потом уже мы должны пробовать его пить. Ну, сейчас смотрите на афишах фильмы. Мгм. Ну, я так прохожу, очень интересные афиши, красивые там, да. Ну, там ничего нету. Ничего нету. Просто не хочу, чтобы обижать их. Ну, когда еще кино пытается превратить в бизнес, а это уже все, это гибель.
Ну как, в Голливуде бизнес именно? Нет. Там есть еще классика. Там есть бизнес, но они тоже не за 45 дней снимают. Это год снимают они. Но это бизнес, но Там они... как-то вот они смогли соединить, да? Да, вот этот два полосу в одну они сумели соединить. Ну, например, «Крестный отец». Это великая драма, Да. но это кассовый фильм. Он за месяц 108 миллионов собрал. Да. «Крестный отец». Пьюза. Ну, По роману Пьюза, да? да, по роману. Ну, спрашивается, ну там драма сицилийской семьи, который переехал в Америку и там живет, существует. Сколько лет было режиссеру, когда он «Крестного отца» снимал? Ну, я сейчас, может быть, за 30-40 уже был. Может быть, тогда. Но Фрэнсис еще Форд не 50. Коппола, да? Да. Фрэнсис Форд Коппола, он говорил, как он долго к этому готовил и искал актеров. Тогда он открыл актера Майкла, который играет Аль Пачино. Аль Пачино. Он открыл этого актера. Он невзрачный актер, говорит. Он его пригласил. Продюсер против был. Говорит, не надо, давай снимай Джек Николсона или кого-то. Но он его пригласил. Он не ошибся. Судьба хорошего кино – это актеры. Марлон Брандо. Один Марлон Брандо чего стоит. Вот сейчас у меня студенты учатся, первый курс. Вот я в ближайшее время хочу показать именно здесь вот эти картины, которые они сделали. Студенты. Да, студенты. Первый курс. Ребята, я поражаюсь. Они в поисках создавать какую-то картину. Но у них сегодняшняя проблема молодежи их больше волнует. Вот они семью, это тургеневские отцы и дети, нигилисты. Ну вот сейчас смотри, вот, и вот я их посмотрел, мне поразило. Вот суицид в Японии, он вырос, до высоты дошел во всем мире. Прибалтика, суицид на первом месте получается. Очень много молодые не выдерживают. Поток, может быть, вот этого капитализма, может быть, я не знаю. И под катком это остаются они. Не могут, не выдерживают. Или не могут себе, как говорят, использовать в этой жизни как качество человека, качество бизнесмена, качество, ну, в любом качестве. Художника, режиссера, я не знаю даже. Ну, вот этот, и вот этот стороной не обходит наших студентов. Вот они снимают 6 картин. Я 3-4 картины посмотрел. Меня очень поразило. Это раньше они снимали какие-то, знаете, вот у меня был 2 выпуска. Раньше снимали бабушка, дедушка, там, ну, такое, знаете, вот, на бытовом уровне было. А сейчас они уже изменились. Креативные ребята появились. И критическим мышлением. Это совсем... Так же, как клипы, например. Кыргызские клипы посмотришь, одно и то же. Ну, вот должна быть очень красивая одежда. Да. Сзади фонд, очень красивая природа должна быть. А смысл? В последнее время появляется обязательно какая-то крутая машина и особняк почему-то. Да. Ну, и на этом фоне... И ничего нету. Да. И ничего нету. Вот был студент у нас, учился, он стал сейчас клипмейкером, ушел. Я хочу ему сказать, в один прекрасный день есть крылатая фраза Соломона, и это пройдет. Потому что клипмейкерам молодые идут сейчас, это со скоростью машины 300 километров в час. Они его выкинут потом. Придут другие. Их выкинут, придут третьи. А искусство он должен остаться, он должен радовать нас. Мы должны быть согласны и не согласны.
Вот это самое лучшее. И какие тенденции сейчас в кино, в кыргызском, например? Ну вот сейчас я смотрю, вот была историческая картина Курманджан Датха. Я смотрю, сейчас многие хотят в историю уйти, многие хотят современную, многие хотят, вот даже я вот Дайырбекова спросил, он тоже хочет в таком же мюзикле снять, тоже, видимо, он готовится к такому. Ну это тоже. Как продолжение. Да, вы знаете, Даракары? у нас нету, стали в очередь и снимаем, ты сними, потом я сниму. Каждый ищет свой путь. Вот это самое лучшее, когда ищешь свой путь, не похожий на другую. И у нас чем Давлат Худаназаров был доволен, потому что у нас не похожи друг на друга. Разные, но это киргизское кино. Вот в поисках вот этих вещей, в поисках себя, в поисках темы, драму найти, как вот это. Даже любовь они снимают уже по-другому. Это мы же привыкли эпосы смотреть, там, love story, фильм «Историю любви», там, да. Они снимают уже по-другому. Они видят другую грань, другую сторону этой любви. Это отрадно приятно. А в сравнении с бывшими советскими республиками, например, кино Закавказья, Средней Азии? Вы знаете, был грузинское кино. Короткометражные, особенно. Короткометражные такие, знаете, это была классика. Потом в узбек-фильме появился тема юности, тема любви, Элиор Ишмухамбетов. Вот. Потом что-то это погасло, потух. И все исчезло. Потом они снимают уже такие мелодрамы, чтобы люди... Сейчас уже, чтобы люди смеялись. Сейчас появилась такая тенденция. Комедию снимать. Я говорю, ребята, вы не сами должны смеяться, а зритель. То, что вы сами смеетесь, это ни о чем не говорит. А вот зритель должен смеяться. Вот, знаете, вот у Данели фильмы, комедия с курьезом, ну, с таким ностальгической комедией. Ну, «Осенний марафон», «Афоня». Ну, кажется, да, вот, ну, там драма человека, ну, которого все забыли, общество, он ушел в одиночество, как одинокий волк стал. Ну, на пути появился фея, вот эта девушка, как святая. И он пошел в погоне за ними. И вот она и спасает его. Вот Даниэль в конце дает зрителю, они встретились или не встретились. Ну, зато смешно там. Родственник Гани Рубль, он стал сейчас этим, как бы среди зрителей родственник Гани Рубль. Там люди смеются, но при этом обидно, как они гибнут, эти алкоголики. И как этот человек гибнет, а рядом барыга, который пришел к нему пожить, он говорит, что в Африке наводнение, а рядом человек у него гибнет. Он на это не смотрит, он читает газету. Говорят, что безразличие – это самая страшная болезнь. Самая страшная преступность – это безразличие. Коммуниста, фашиста не надо бояться. Вот бояться надо безразличного человека. Вот как раз у Афони лежал безразличный человек. Он говорил о своей жизни, а ему наплевать, что рядом человек уходит, тонет. И как оценивают вот в Москве на этих фестивалях «Кинотавр», там Нику получил, да? У нас Талайбека Кулмендиева. Талайбек Кулмендиева и
Ахтан Арымкулата сын получил Ника тоже. Сютак. Да. Мирлан Абдухалыков. Это очень хорошие, серьезные картины. Ребята дают этот. Оценивают их. Оценивают, да. Потом Ахтан снял картину «Кентавры». Тоже вот На Берлинском его в свое показывали, время да? Айтматов, помните, в Буранном полустанке и Прощай Гульсары хотел, чтобы спасти вот эту экологию, спасти это животных, которые... Вот конь, это крылья человека, говорит. А мы его режем, едим, говорим, что это крылья человека. И вот Ахтан пытался как раз этим, как бы, как крик души, сказать, что, ребята, давайте беречь его, не превращайте в цирк, не превращайте их это, бизнес. А у нас сейчас лошади бизнес, хороший скакун это бизнес уже. Ну, как и во всем мире, наверное. Да, это, он как-то хочет вот эту, как бы... Протест, да? Да, спасти. Но насколько хорошо, что вот таким путем надо спасать лошадей. Красть их, а потом... Отпускать. Да. Но он, видишь, Сама по себе кража, насколько это хорошо. Кража это уже преступность, но он же ведь дает свободу. Этому лошади. Тоже противоречит такое? Да, вот видите, вот теперь юристы сказали бы, он украл, его надо наказать, правильно? Да? Но в кино это очень... О чистом человеке пытался он рассказать, о чистом человеке. И Түнгі қырсық Темир Берназарова тоже, да. Талиповский, Ибраимовский. Сценарий, да? Да, сценарий. Тоже так, я бы сказал, Талиб, он был человек неординарный. Тоже, как говорят, в поисках. Он недоволен самим собой был. И он, видимо, собрал все рассказы и из него сделал клубок и создал эту картину. Тоже своеобразно такой интересный. У нас уже время, оказывается, подходит к концу. Вот общий вывод, если сделаем, в каком сейчас положении кыргызское кино? Ну, знаете, киргизское кино сейчас на подъеме. Сейчас мы только не ограничиваемся фестивалями. Фестиваль это тоже хорошая вещь, но в поисках и словами Будды, который сказал, глаза дано, чтобы идти вперед, у нас киргизское кино идет только вперед. И с разными, это как лотос, с разными цветами, разные жанры. Жанры разные. И этим, видимо, и как сказал Давлат Худаназаров, мы буфер среднеазиатского кино. Который да. тащит, да? Тащим за собой. И мы говорим, помните, в свое время в Японии, когда Нагасаки, Хиросима был атомный, бросили американцы бомбу, и запретили вообще-то японцам снимать кино. После этого какое-то прошло время, Акира Куросава, Кон Итикава, Масаки Кобаяси, Канета Синда, они создали компанию «Четыре всадника». И первая картина называлась «А все-таки мы живем». И киргизское кино все-таки живет в хорошем смысле слова. И идет как алитет в горы. Творческие горы, да. Это радует, потому что вот это фестивали, которые проводит ЮМЮТ, департамент кино проводит, совместно с Союз кинематографистом и Агильбирс, да. Это уже дает, они готовятся к взлетной полосе, они снимают короткометражные фильмы, но они уже готовятся к большому кино. Как говорят, стучатся двери мирового кино. Спасибо вам большое. У нас как раз время подошло к концу. У нас в гостях был народный артист Кыргызстана, кинорежиссер Бахыт
Карагулов. Спасибо большое. Вам До тоже свидания. большое.